С 21 января стартовал отбор объектов благоустройства на 2027 год. Общественное онлайн-обсуждение перечня общественных территорий, которые будут включены в дальнейшем в рейтинговое голосование территорий, подлежащих благоустройству в 2027 году, проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». В течение месяца интинцы смогут отдать свой голос за желаемый объект благоустройства. Программа как раз создана для того, чтобы именно граждане, только они выбирали общественное пространство на территории своего округа, где они живут, для реализации благоустройства. Это важно тем, что активность граждан показывает то, что какую территорию они выбирают, это благоустройство в следующем году. И показывает, что принимает решение никто, не чиновники, а именно граждане только для себя самих. Поэтому очень важно, вот у нас стартовало голосование, продлится до 23 февраля, вынесено 24 общественных территорий городских. Предлагаю всем гражданам, жителям города не пройти равнодушным в данной ситуации и зайти на сайт администрации. Там сейчас все очень удобно, будет QR-код, отсканируйте QR-код, и вас выйдет на голосование, сможете выбрать одну из 24 территорий, которые вам понравилась. И для этого, после того, как кто победит, в следующем году территория будет благоустроена. В этом году мы будем благоустраивать общественную территорию площади имени Ленина, которая победила именно в прошлом году. Реализация федеральной проекта формирования комфортной городской среды началась по всей России в 2017 году. За эти годы преобразились многие дворы, парки, скверы, улицы и общественные территории. Сейчас у интинцев есть возможность высказать свои предложения относительно приоритетного благоустройства общественных территорий на предстоящий 2027 год. Одна, возможно, две будет, все зависит от объема финансирования. Поэтому ситуация разная бывает. Бывает даже две общественные территории, то есть внесение изменений в программу. В случае, если голосование будет активности и там, то мы имеем право внести две общественные территории, то есть вынести на отношение. Поэтому ждем, смотрим. На сегодняшний день уже 47 участников приняли голосование. Поэтому надеемся, что активно продлится до 23 февраля. Прошу всех еще раз принять участие в голосовании и выбрать свою территорию для благоустройства. Голосование проводится на портале госуслуг, но проголосовать можно и с помощью официального сайта администрации округа, где размещен QR-код. Наведя на него камеру телефона, вы автоматически будете перенаправлены на страницу голосования. Также на главной странице сайта интинской администрации есть виджет «Мой выбор. Мое будущее». В выпадающем окне необходимо выбрать ссылку «Обсуждение, опросы и оценки». В перечень общественных территорий, которые в перспективе будут включены в рейтинговое голосование, вошли 24 объекта. Ряд тротуаров по улицам: Промышленная, Полярная, Дзержинского, Мира, Куратова, Морозова, Чернова, несколько придомовых территорий, общественные территории, такие как около водонапорной башни или администрации округа, и многие другие объекты, требующие ремонта. Обсуждение будет длиться вплоть до 23 февраля. Наиболее популярные ответы попадут в рейтинг единой онлайн-платформы для голосования весной текущего года.